Здравствуйте, в эфире программа «Интервью об актуальных вопросах». Говорим сегодня с гостем в студии. Я представляю Ильгама Галина. Это заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, фракция КПРФ. Ильгам Ильгусович, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. Ильгам Ильгусович, мы с вами не так давно общались в студии о том, что обсуждали подготовку к 1 сентября. День знаний, казалось бы, позади, однако школьные сборы продолжаются. Да, мы решили с моими помощниками и членами нашей фракции продолжить эту акцию, наверное, до Дня учителя. Потому что это хорошо пошло. Есть люди, которые именно бескорыстно хотят помочь, предприниматели, которые шли, и кто-то с опозданием, кто-то с отпусков вернулся, и хотели все-таки приложить свои усилия, продолжить подготавливать детей в школу. Все равно какие-то эти остались, кому-то учебник не докупили, кому-то тетрадку, кому-то сандали и так далее и тому подобное. Поэтому есть такие вот проблемы, эти проблемы озвучивают и родители, нуждающиеся. Вот недавно только одну семью одели, у которых было 5 детей, я сам лично ходил туда, и остались еще вот такие вот. И поэтому мы решили докомплектовать. Каким образом это осуществляется? То есть за счет личных средств? Да, личные средства, депутаты нашей фракции сами складываются, работает непосредственно в своем округе, и мы также работаем непосредственно в масштабах республики. Там кто-то 20 тысяч, кто-то 30 отдает денег-то, и мы к этому моменту готовимся, и непосредственно еще кто в своих округах работает, и мы охватываем также республиканский округ. И в основном мы негласно договорились, будем комплектовать членов СВО. Получается по-разному. И СВОшников, как говорится, за ними смотрим, и семьи, которые именно нуждаются в помощи, многодетные мамы, которые сами поднимают детей. Недавно такой случай был. Мы в ручном режиме хотя бы помогаем. Ильгам Ильгусович, я знаю, что башкирские парламентарии уже начали работу в сентябре. Расскажите, как она проходит? В первую очередь мы знали, что 4 сентября республика будет укомплектовывать гуманитарную помощь нашим солдатам и СВОшникам, да, ведь там некоторые главы администрации уже суетились, и мы в этот раз, наши фракции КПРФ с депутатами переговорили и решили тоже принимать участие. И, наверное, в дальнейшем тоже будем совместно принимать участие, чтобы уже адресно на наш груз доставляли нашим солдатам. И после того, как они получают наш груз, они уже нам сообщают, что получили груз, и спасибо, и так далее, и тому подобное. В этот раз мы совместно с башкирским конвоем, юбилейный конвой был, 160-й, мы скомплектовали, то есть депутаты нашей фракции, в том числе и депутаты других фракций, я про свою фракцию рассказываю, скомплектовали УАЗик-буханка, маскировочные сети, там генераторы, потом продукты питания, медикаменты, и так далее и тому подобное. И мы уже отправили туда на зону специальной военной операции. Уже недавно, буквально вчера, позавчера, получили уже отклик положительный. И будем также собирать и в дальнейшем тоже, скинут нам заявки. Это помимо того, что мы еще в регионах своих работаем. Допустим, я с Нефтекамского округа выбирался, и там тоже принимаю участие. Тоже есть там фонд у нас, который всенародно собирают средства по заявке и потом отправляют уже, как говорится, конвоем. И сейчас был приглашен на открытие памятника в Бирск погибшим ребятам СВОшникам. И сейчас идет тенденция в каждом районе, городе. Мы хорошо заметили, в Стерлитамаке открыли памятник погибшим во время специальной военной операции, в Бирске и в Янауле. Также мы тоже хотим принимать участие и, наверное, будем принимать в других городах и районах. Особенно я про свой Нефтекамский округ говорю, потому что мы уже тоже всенародный он будет, как говорится, потому что инициаторы были мамы, вдовы, семьи погибших ребят.
Ильгам Илюсович, и если вернуться вновь к деятельности башкирских парламентариев, я знаю, что у вас есть какие-то инициативы. Ну, сейчас посыл экономия должна быть экономной, вот с этой точки зрения, поэтому нам надо формировать бюджет, чтобы платили налоги, как говорится, чтобы у нас социальные обязательства выполнялись, наши учителя, врачи, люди, работников сферы ЖКХ и так далее и тому подобное получали зарплату, нам надо пополнять бюджет. Поэтому, когда было тяжело во время пандемии и других каких-то моментах, да, ведь крупные предприятия, особенно которые добывают нефть, газ, природные ресурсы, они выходили с инициативой, чтобы их освободили от налогов на имущество, налогов на прибыль. И мы, конечно, пошли к ним навстречу. А сейчас ситуация совсем другая, и поэтому моя личная инициатива, ну, наверное, и депутаты поддерживают нашей фракции КПРФ, мы уже давно говорили, надо, когда предоставляем льготы предприятиям, да, ведь надо монетизировать эти льготы, смотреть, правильно ли мы даем или неправильно даем. Поэтому мы будем выходить с инициативой, я уже сказал это, да, что вот эти льготы надо пересмотреть. Особенно посмотреть на федеральном уровне, какие льготы отменили. Конечно, льготы неприятно отдавать, но когда страна просит, то есть надо тоже пойти навстречу нашей республике. Я так думаю. Но ведь в данном случае льготы подразумеваются привлечение инвесторов со стороны для развития производства. Вот не столкнемся ли мы с другой проблемой при этом? Я поэтому говорю, очень осторожно надо. Рассчитать вот за 5 лет, что бюджет получил, как это предприятие на ноги стало, как они выполнили свои обязательства. Они нам обещали, что все рабочие места сохранят, будут платить налоги и так далее и тому подобное. Вот если такое предприятие, оно действительно все свои требования выполнило, и это же не насильственным путем это будет происходить. Это предлагаться будет. Или ну, по-другому это будет подходить. Сейчас ведь у нас другие методы правления. Понятно бы, если бы это было раньше, конечно, там бы применили диктатуру. Но сейчас это добровольно будет это все. То есть вы хотите сказать, что прошло достаточно времени для тех бизнесменов, которые воспользовались этими льготами, для того, чтобы сейчас их уже не пролонгировать? Да, я думаю так, потому что мы тоже мониторили, многие предприятия уже стали на ноги, сейчас же пандемии нету, да, и дальше продолжают в правильном русле. Особенно предприятия, которые добывают наши недры. Они же как бы очень прибыльные предприятия. Понятно, затраты там надо вложиться, а потом уже извлекать прибыль. Но сейчас, я думаю, они крепко стоят на ногах. Понятно, специальные военные операции, конечно, есть. Ну, тоже, я думаю, надо на местах внимание обращать на республиканский уровень. Нам пополнять надо бюджет, все равно надо пополнять бюджет. Мы же бюджет не можем за счет штрафов только пополнять. И за счет предпринимателей, которые платят налоги. Ну и эти крупные предприятия тоже должны принимать активное участие. Не могу не согласиться, что бюджет нужно пополнять не только за счет простых людей. Ну, за счет простых людей, по статистике, как говорится, не так уж и много, да ведь, это происходит. Вот за счет предприятий у нас, особо нефтяных компаний, вот Башнефть у нас один из крупных налогоплательщиков, Башспирт один из крупных налогоплательщиков. Вот такие крупные компании, конечно, надо оберегать, лелеять, создавать им условия. Но в том же режиме, и они не должны забывать о том же народе, который опекает их. Вот я же говорю, любовь должна быть взаимной. Когда им было тяжело, республика пошла навстречу. А сейчас, я хочу сказать, республика сказала, мы должны быть экономные, и поэтому они тоже должны нам повернуться уже лицом к нам и сказать, да, мы поможем вас по мере возможностей. Я так думаю.
Ильгам Илюсович, ну если обсудите предстоящее заседание Госсобрания, какие вопросы будут подниматься, какие вопросы волнуют вас, вашу фракцию? Ну, сейчас, я еще раз говорил, монетизация льгот. Вот это один из главных вопросов. Да, да. И министр имущественных отношений, вице-премьер, тоже пришла к нам в комитет, да, ведь уже законодательными инициативами, которые вот за летний период федеральной власти уже внесли. Мы это тоже будем обсуждать, тоже интересные моменты мы с ней поговорили, тоже, как говорится, бюджет пополнить. Она женщина очень грамотная, умная, на несколько шагов всегда вперед идет, да, мы, наверное, тоже ее поддержим при том, как ее поддержит, допустим, тоже Росимущество. Конечно, она интересные мысли рассказала, как мы будем пополнять бюджет. Сейчас первая задача пополнить бюджет. Ну, одна из главных задач, конечно, у нас победа, а вторая задача пополнить бюджет. Поэтому все будем делать для того, чтобы вот эти вот два фактора у нас в ближайшее время это все сбылось. Если говорить о региональном отделении КПРФ, расскажите, чем живет сейчас партия? Ну, сейчас говорю, у нас закончились каникулы. Подводим итоги, потому что каждый депутат работал в своих округах. Да, ведь вот сейчас первый у нас фракции соберется, мы подведем промежуточные итоги, кто что сделал, допустим, там, кто сколько гуманитарки довез, кто там сколько детишек подготовил. И законопроекты, которые мы будем вносить, будем вначале обсуждать, и кто-то поддержит этот законопроект, кто-то нет. Но у нас по-разному складывается, да. Но в основном мы в одном едином русле этот законопроект после поправок вносим. Много идей у нас. Вот я же говорю, две задачи на сегодняшний день: СВО и пополнение бюджета. Вот если мы вот это вот выполним, да, можно сказать, Новый год встретить можно с шампанским. Это одна из главных задач. Это именно касается наших избирателей. Ильгам Илюсович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими планами в начале сентября. Ну и уже, как мы видим, вы строите планы и на новогодние каникулы. Спасибо. Спасибо, дорогие телезрители. Это была программа «Интервью», и сегодня с нами в студии общался Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, фракция КПРФ. Спасибо, что были с нами.